Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». На днях в селе Оленек состоялось торжественное открытие модельной детской библиотеки, переоборудованной в рамках национального проекта «Культура». Библиотека стала победителем конкурса на предоставление 800 тысяч рублей из бюджета республики на модернизацию по модельному стандарту. Теперь в библиотеке несколько функциональных зон, в том числе здесь можно проводить культурно-досуговые мероприятия. О том, как реализуется в регионе национальный проект «Культура», мы поговорим сегодня с нашим гостем Юрием Куприяновым. Юрий Степанович, здравствуйте. Здравствуйте. Такие модельные библиотеки, как в селе Оленек, открываются во многих населенных пунктах нашей республики. Как вы считаете, как жители нашего региона относятся к подобным преобразованиям? Я думаю, что наши жители относятся к этому очень позитивно. Модельные библиотеки становятся уже большим кусочком востребованности нашей жизни. Главное условие, которое сегодня проводит и, скажем, оценивает Министерство культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура», является посещаемость. Но слово «посещаемость», я всегда своим коллегам говорю, для нас это синоним востребованности. И библиотеки заняли свою нишу в национальном проекте «Культура». Они достаются, эти деньги, нам не просто, на конкурсной основе. Мы активные участники этой конкурсной программы. У нас есть специальный проектный офис Национальной библиотеки, который возглавляет Василий Борисов. И они активно учатся, готовят наши команды для того, чтобы эта библиотека претендовала на получение федеральных денег, для того, чтобы называться модельной библиотекой и соответствовала по всем условиям продолжения этой работы по конкурсным процедурам. Глава республики Арсений Сергеевич Николаев по нашему обращению поддержал нас, дал поручение правительству ежегодно предусматривать 5 миллионов рублей. Это небольшие деньги, но в целом мы по этому проекту поддерживаем наши библиотеки, которые не могут попасть в федеральные проекты, поскольку расположены, где меньшая численность населения живет. По модельным библиотекам мы стали сразу участвовать в конкурсах 3 года назад. И первая библиотека, которая победила, была в поселке Беркакит. Там, где у нас строят железные дороги, у нас там первая модельная библиотека. Но в этом году мы пошли дальше. И наши две районные библиотеки, Алданского района и Хангаласского улуса, стали номинантами гранта по 10 миллионов. Я скажу, что модельные библиотеки – это не место, как раньше мы приходили в абонемент, одалживали книгу, читали и обратно приносили. Это пространство сегодня, востребованное пространство для общения. В модельных библиотеках Алданского района, Хангаласского района, в принципе, везде по требованиям есть зона отдыха, зона интернет-пространства, кафетерий, можно пить очень вкусное кофе, пообщаться, провести мероприятие, просмотреть кинофильм. А Хангаласский улус презентацию сделали еще школьники 10 класса. Мы же все, что делаем, это делаем для будущего поколения. Поэтому я попросил руководство НБК «Саха» по модельным библиотекам подготовить специальную передачу и показать, чтобы вам показать, что в Оленьке, что в Хангаласском улусе. И главное это сделать глазами тех, кто должен туда ходить, наше будущее. Десятиклассницы Хангаласского улуса, очень интересные молодые люди, и они живут в нашей библиотеке. Значит, я думаю, что проект работает на будущее, это правильно же. И компьютеры, которые купили для того, чтобы молодежь ходила, общалась и приобщалась к знаниям предыдущего поколения, это наша общая задача сферы культуры, сделано правильно. Купили не самые простые и самые дешевые компьютеры, но купили самые дорогие для того, чтобы детям было востребовано. Президент нашей страны Владимир Путин сказал, что основная беда вообще всей страны, но это, наверное, это философия жизни каждого государства, основная проблема – это бедность населения. И то, что мы оснащаем библиотеки, оснащаем дома культуры, национальный проект «Культура» на самом деле делает навстречу жителю. Мы помогаем человеку, ему не обязательно покупать компьютер, не обязательно покупать книги, то есть мы и бюджет экономим семьи для того, чтобы это давало государство. Приходите в библиотеку. Работайте там, и вы будете пользоваться бесплатным Wi-Fi, интернетом, готовиться к экзаменам, готовиться к научной работе и прочим вещам. И здесь это пространство, которое делает вас интересным человеком. В Финляндии, когда нашли деньги в Хельсинки, думали, что же построить. Знаете, что они построили? Библиотеку построили. И мы движемся по этому пути. Потому что это самое востребованное место, пространство. Оно так и называется ОДИ. И мы стремимся к тому, чтобы у нас тоже каждая модельная библиотека была в каждом населенном пункте своим ОДИ, местом для пространства, пространством для общения. Жаль, конечно, что многие позабыли о том, что библиотеки – это действительно удивительная рабочая зона, в которой все делается гораздо проще, если речь идет о какой-то интеллектуальной деятельности. Ну а в целом, если говорить о рамках национального проекта «Культура», что уже сделано в этом году и что еще предстоит? Ну и содержание национального проекта, оно очень интересное и очень полезное для всех.
давайте свяжемся с библиотеками. Одно направление – это оснащение модельных библиотек. У нас на 22 год, юбилейный год для республики, Анабарская улусная библиотека тоже выиграла такой грант, и в Сунтарском улусе модельная библиотека тоже будет, в селе будет. Это те проекты, которые мы выиграли. Знаете, почему я говорю? И библиотеки-то нас вывели на то, что Республика Саха-Якутия сегодня является признанным самым читающим регионом Российской Федерации. Мы стремимся держать эту флагманскую линию для того, чтобы стать лауреатом, да, вот почетным таким читающим регионом. После Санкт-Петербурга, Белгородской областей Республика Саха-Якутия претендует на это место. И глава нашей республики в прошлом году от рук Степашина получал вот этот знак признания. Вы, ребята, даже на Крайнем Севере являетесь самым активным и читающим регионом. Самое, наверное, востребованное, главное, мы участвуем в строительстве домов культуры в сельской местности. В этом году в декабре откроем Дом культуры в селе Апана Намского района. На следующий год у нас стоит возведение нового дома, который сегодня уже первый год строится, в селе Тасагар Вилюйского района. На 22-й юбилейный год мы выиграли 2 гранта. Начало строительства сельских домов культуры в селе Темпы Вилюйского улуса. Кстати, откуда родом почти все наши знаменитые песняры, там, скажем, да, уважаемые все нашим обществом, признанные любители нашей эстрады. Плюс еще в селе Кемпиндей Сунтарского улуса. Там был большой пожар, потом ребята постарались. Наши все очень инициативные люди работают в сфере культуры. Проекты, все готовые, мы туда двигаемся. Ну и, наверное, я назвал в сфере модельных библиотек это поддержка детских школ искусств. На самом деле детские школы искусств давно были как бы отданы на откуп местным властям. Сегодня мы выделяем примерно, федеральный центр, тоже участвуем в конкурсном гранте, по 50 миллионов рублей один раз в 2 года на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами. Я думаю, что это дает всплеск того, чтобы музыке при общении у нас в детских школах искусств будет намного лучше и, мягко скажем, ну, шаг навстречу сделали востребованным направлением работы, инициативы населения нашей республики. Я вот назвал бы основные из национальных проектов, как библиотеки, детские школы искусств и строительство сельской местности. Юрий Степанович, а как сегодня работают учреждения культуры? Есть ли ограничения, связанные с эпидситуацией? Ну, например, рассадка 50%. Какие меры безопасности на сегодня применяются в учреждениях культуры? Да, нам разрешили работать по репертуарному плану с рассадкой 50% в зал помещения. И это является поддержкой нашей отрасли. На самом деле, 2020 год, вы помните, это год был, который, наверное, можно вычеркнуть из памяти. Тяжело и вспомнить, да, что это было. Да? Но мы перешли в разряд еще онлайн-общения. Мы увеличиваем работу через наши сайты. Каждый дом культуры в районе, в поселении, каждое учреждение, которое наше имеет, работает активно в онлайн-режиме. Это вот новое, которое у нас включилось в систему нашей работы. Мы должны в этом году так перевалить, наверное, более 2 миллионов этих посещений наших сайтов, вообще отношения к цифровым ресурсам. Мы через все сети пытаемся довести информацию о культурной жизни нашей республики, о хронологии истории, которые к столетию республики движемся. Все онлайн-документальные фильмы, которые мы делаем по столетию республики, пытаемся тоже, чтобы доступно было жителям нашей республики. Но 50% наполняемости зала – это не то, к чему мы стремились. Да? Помните, чтобы после премьеры был аншлаг и весь зал грохал, да, аплодисментами. Мы работаем на 50%, но настроение на сцене, в котором артисты работают, на 100%. То есть мы сегодня движемся для того, чтобы выйти из локдауна 2020 года. И надеемся, что там, впереди, в конце тоннеля, нас ждет свет и лучше. И аншлаг в культурно-просветительских учреждениях. Я думаю, что это правильно, что нас поддерживают и 50% разрешают работать. И наши все учреждения, директора все стараются для того, чтобы было заключено все, да, и масочный режим, температурный режим, который поддерживаем, и рассадка для того, чтобы... И люди, которые к нам приходят, на самом деле за это время уже знают, да, как себя вести. У нас же другое поведение в обществе появилось, правильно же? Конечно. Да. Ну вот наш телеканал не раз сообщал о том, раз уж мы с вами сегодня говорим о культуре, республиканские театры с большим успехом гастролировали в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Сколько зрителей российских регионов смогли познакомиться с театральным искусством нашей республики? Да, Министерство культуры Российской Федерации проводит такой проект, как «Большие гастроли». И с поддержки главы нашей республики в прошлом году мы обращение участия в гастролях подписали у главы, поскольку, да, и Министерство культуры уважили такое отношение в связи с тем, что у нас впереди и юбилейный год. Республика Саха находится, мягко скажем, в таком транспортном коллапсе, от которого трудно добраться. Большие гастроли, на самом деле, это Министерство культуры
возмещает нам все проезды на гастроли. Это самая основная затрата, когда вот ты живешь в Якутске. И наш русский театр очень активно и хорошо прогастролировал в Владивостоке и в Уссурийске. Возьмем Приморье, да? Аншлаги, как говорите, тоже 50%. В некоторых местах у них 75% тоже доступа. Ну, хорошо прогастролировали. Театр оперы и балета отправить на гастроли это почти невозможно. Это 100 с лишним человек, чтобы им всем купить билеты. Они молодцы, организовались, директор очень активно здесь проработал по всему Поволжью. Казань, Йошкар-Ола, Уфа, Ульяновск. Они смотрели наши балеты там. И вот новые постановки, которые мы смотрели, «12 стульев», «Калейдоскоп» и «Лебединое озеро», были доступны зрителям Поволжья. Отзывы прекрасные и хорошие. Мы благодарны большим гастролям. Наш театр юного зрителя съездили в Еврейский автономный округ, а театр коренных малочисленных народов Севера гастролировал в Сахалине. По разным условиям. Но когда на большие гастроли едешь, тебе Министерство культуры оплачивает проезд. За билеты, которые там выручаешь, мы оплачиваем там проживание и питание. Остальные там как? То, что мы туда съездили, более 20 тысяч человек посмотрели наши все выступления, это учитывается в нашу востребованность. Общее число активности работы наших театров. Мы благодарны Министерству культуры, благодарны главе нашей республики для того, чтобы и 22 год продолжить вот эту гастрольную деятельность по большим гастролям. У нас театров уже много, но мы хотим 10 наших, 11 театров, чтобы они все двигались. 11 называю, включая наш муниципальный театр юного зрителя в городе Алдане. Он у нас в 2019 году появился в реестре театров. Вот теперь у нас 11 официальных театров, которые работают в этой стезе чего? Воспитание будущего тоже поколения. Воспитание и образование, оно очень сложная вещь. В школе же тяжело учить грамматику и там, скажем, математику, да? А в сфере культуры в театре легко познавать, знаете что? Воспитание красотой, чувством того, что вот капитанскую дочку приходят смотреть, ведь знаете кто? Тем, кому по школе надо это знать. И здесь лучше читается Пушкин, чем, скажем, сидеть дома и корпеть на бумажках. Но надо делать и то, и другое. Но театр – это нечто, которое воспитывает действительно будущее поколение, будущее отношения между людьми. Ну и давайте поговорим с вами о юных зрителях. Не таких уж, конечно, юных, скорее о молодых. Осень ознаменовалась прекрасным событием в сфере культурной жизни «Пушкинская карта». Несколько основных моментов об этом. Да, мы живем в то время, когда сфера культуры поддерживается, да, государством, президентом страны. Смотрите, вот мы внесли в Конституцию изменения, и там основные слова были, что культура является уникальным наследием народов Российской Федерации. И мы ее внесли и в свою Конституцию, в свой закон о культуре. И тема Пушкинской карты – это действительно сохранить уникальное наследие для будущего поколения. От 14 до 23 лет молодые люди, которые живут на территории Российской Федерации, могут быть владельцами, обладателями Пушкинской карты. В этом году до Нового года это 3000 рублей, на следующий 22 год это 5000 рублей. Тебе государство дает деньги для того, чтобы ты стал воспитанным, культурным человеком. Это и есть воспитание гармоничной личности. Но прежде всего, скорее всего, это воспитание патриота своей. Что такое своя родина? Что такое красота, которая создана людьми, которые до тебя жили? Это же классика. И мы, в Министерстве культуры, у нас есть ученый совет, экспертный, вернее, совет, с участием театральных критиков, людей, которые ходят часто еще в театре, общественности, нас, небольшое количество чиновников, которые определяем, какие же спектакли можно смотреть по этой Пушкинской карте. То есть он имеет свой, как скажем, репертуар и своих востребованных, кстати, эта Пушкинская карта у нас в республике пошла навстречу. Как говорит Сергей Сергеевич Юнган, театр оперы и балета активно в этой стезе работает. Для того, чтобы Пушкинская карта работала, театр ходит ногами. Они даже людей взяли на работу для того, чтобы все школьники города Якутска были активными участниками этой Пушкинской карты. Более 1000 человек уже по Пушкинской карте купили билеты и были гостями нашего театра оперы и балета. Следом идет Русский академический театр, который тоже активно работает. Я думаю, что все вот с 1 октября мы начали подключать и музеи, и все наши театры, Сахатеатр и прочие, все. Почему были передние, те, которые идущие впереди, и те, которые вот здесь подтягиваются, чтобы войти всем надо было в одну онлайн-сервисную продажу билетов. Мы это все сейчас определенно решаем, и скоро начнутся и в районах у нас работать Пушкинская карта. Думаю, что Пушкинская карта и как работники учреждения, востребованность наших учреждений для будущего поколения, это как вот линия, которую мы соединяем. Благодарю вас, Юрий Степанович, за интересную беседу и спасибо вам за то, что согласились сегодня быть гостем нашей программы.
Сам благодарен. Спасибо, что можно было сказать слова о тех работе, которые делает наш большой коллектив сферы культуры республики. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.